Покупка одним касанием карты, а можно и без нее. Например, с мобильного приложения на телефоне. Оплатить товар или осуществить денежный перевод. Минимум комиссий, а главное – комфорт. Уже треть россиян полностью перешли на безналичный расчет. По прогнозам специалистов, цифровой кошелек вытеснит привычный уже в ближайшие несколько лет. Но вот на Северном Кавказе тенденции разнятся с мировыми. Люди мало доверяют карточкам и предпочитают расплачиваться наличными. Да и инфраструктура не всегда позволяет. Далеко не во всех магазинах можно расплатиться онлайн. Ситуацию нужно менять в корне, считают в Банке России. С этой целью в республику приехала делегация Южного управления Банка страны, а также представитель национальной системы платежных карт. Переход республики на безналичный способ оплаты обсудили с председателем правительства Ингушетии на расширенном совещании. Поэтому все услуги, которые предоставляют ресурсоснабжающие организации, они могут для населения, во-первых, это удобно, во-вторых, стоимость может быть намного меньше. Поэтому это очень важное для нашей республики мероприятие. Мы должны эту работу с вами вместе начать и через год достигнуть значимых результатов. Использование безналичных платежей способствует сокращению доли теневого сектора и росту оборачиваемости денежных средств в экономике, а также сокращению кассовых разрывов, отметил заместитель начальника Южного управления Банка России Александр Гостев. Если говорить о республике Ингушетия, у нас рост менее 1%, если быть более точным, порядка 0,8%, и показатель составляет 5,5%. То есть в целом по всему объему безналичных операций по карте 5% всего лишь это безналичная оплата. По результатам анкетирования, в котором приняли участие более 500 респондентов в Ингушетии, основные проблемы, по которым жители нашей республики предпочитают пользоваться наличными средствами – это отсутствие или неисправность банкоматов, низкое качество сети интернет и невозможность рассчитаться в большинстве торгово-сервисных предприятиях платежной картой. Учитывая это, представители Банка России представили региональный проект по повышению доступности финансовых услуг на территории Ингушетии. 1 марта этого года подписана такая же дорожная карта в Республике Ингушетия, где мы приняли для себя 3 базовых инициативы. Это безналичная оплата товаров и услуг, это возможность оплатить так, чтобы не менее 50% торговых точек обладали возможностью оплаты с помощью банковских карт. Информационную работу будут вести со всеми слоями населения. Но больше акцент планируют сделать на пенсионерах и школьниках. Руководство региональной рабочей группы, которая и займется созданием благоприятной среды для увеличения количества безналичных платежей в регионе, Константин Суриков возложил на первого заместителя председателя правительства Михаила Елезова. По итогу визита делегации Банка России будет сформирован протокол с указами и предложениями. Первые результаты работы по прогнозам будут получены уже через год. Амина Бокова, Ахмед Парчиев, Новости 24.